Чтобы понять, какой силой был удар, достаточно просто взглянуть на обломки от автомобилей. Водитель Калины скончался при доставлении в больницу. ДТП со смертельным исходом в Малгобекском районе. Что стало причиной аварии? Ознакомим и главу администрации, и ответственных работников с проблемными участками, и далее будем вместе совместно работать, чтобы привести город в надлежащее состояние. Жители Сунжи бьют тревогу. Зона антисанитарии наносит вред экологии. Как намерены бороться с несанкционированной свалкой власти города? Снюсов нету, да? Нету. Войну снюсу объявили в регионе. Антитабачный рейд провели в Назране сотрудники Роспотребнадзора. На льду ты в основном думаешь только об игре. Вообще все мысли откидываются и думаешь, куда бы отдать передачу или забить и так далее. Лед трескается под их коньками. Чем ближе к финалу, тем зрелищнее матчи. На ледовой арене Эрзи продолжается первенство по хоккею среди детей. В рамках выставки учащиеся республики смастерили вот такие 3D-поделки. Искусству все возрасты покорны. В Музее краеведения проходит выставка Международной детской художественной галереи. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Константин Суриков представил коллективу Минимущества Ингушетии нового министра. Указом главы Ингушетии Махмута Али Калиматова, исполняющим обязанности министра имущественных дел и земельных отношений республики, назначен Магомед Гадаборшев. Премьер пожелал министру успехов на новом посту. Отметим, Магомед Гадаборшев более 14 лет проработал в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике. До назначения на пост министра возглавлял отдел государственного земельного надзора, контроля в сфере деятельности саморегулируемых организаций. Магомед Гадаборшев поблагодарил главу и председателя правительства Ингушетии за оказанное доверие. Напомним, ранее пост министра имущественных отношений республики занимал Аюб Галаев. На него возлагаются и обязанности, и надежда на то, что будет наводиться порядок в имущественных, земельных отношениях. Государственное имущество здесь вообще должно быть все настолько прозрачно, понятно. К сожалению, в настоящий момент немножко не так. Мы когда сталкиваемся со многими проблемами, мы видим, что порядка, должного порядка в этой сфере нет. Поэтому мы надеемся на вас, при вашей поддержке. Данная сфера деятельности является актуальной и значимой, поскольку рост экономического потенциала нашего региона в части зависит от эффективного использования имущества, находящегося в республиканской собственности. В этой связи нам всем необходимо качественно работать, решать стоящие перед нами задачи. Утвержден список стипендиантов главы Ингушетии Махмута Али Калиматова. В него вошли 110 лучших студентов и аспирантов из нашей республики, успешно обучающихся в высших учебных заведениях страны. Стипендии главы региона присуждаются по итогам успехов учащихся за 2019-2020 учебный год в соответствии с указом главы региона. Список стипендиантов можно посмотреть на сайте Министерства образования. Один водитель погиб, другой получил травмы средней тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла этим утром в Малгобекском районе. На трассе Назрань-Малгобек столкнулись два автомобиля – внедорожник и легковушка. Картину произошедшего совместно с инспекторами ГИБДД постарался восстановить и наш корреспондент Микаил Тангиев. Жуткая авария произошла на участке автодороги Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек в районе 9 часов утра. Чтобы понять, какой силой был удар, достаточно просто взглянуть на обломки от автомобилей. По предварительной информации, причиной столкновения стала невнимательность одного из водителей.
От сильного удара обе легковушки развернуло на проезжей части и отбросило в сторону. К слову, внедорожник Toyota легким не назовешь, но даже он в результате столкновения отлетел в кювет. После того, как поступила информация об аварии, на место сразу же выехали инспекторы ГИБДД. Они оценили ситуацию на дороге, организовали свободный проезд для остальных машин и принялись восстанавливать картину ДТП. Водитель, управляя Toyota, пытался совершить по предварительным данным разворот на проезжей части, а водитель Лады Калины выехал на полосу встречного движения. Пока мы не можем искать всю полную картину происшествия, мы будем говорить об этом чуть позже. Судя по состоянию транспортных средств, можно только предположить, какая у них была скорость, чтобы автомобили так покорежило. Водитель Лады Калина скончался на месте еще до прибытия скорой помощи. Следы на разбитом лобовом стекле говорят о том, что он не был пристегнут. И именно это могло привести к травме, несовместимой с жизнью. Очевидцы уверены, таких последствий можно избежать, если водители перестанут пренебрегать правилами безопасности во время езды. خلص ديش خلنا الحمد لله وادرش سجد عقل خاوز دا جشت ولد وين شو دا وول كذا شورت قال لي وش بادرش زودي تلج دوق مبي لي وش ودي تلج بقول ديخر دواس شورت قال لي أنا شو إيش تدوج ملاتي каждый день. Водитель внедорожника был оперативно доставлен в центральную больницу города Малгобек, где ему оказали всю необходимую помощь. В приемный покой МЦРБ доставлен пациент с ДТП около 11 часов с диагнозом сочетанная травма. При поступлении выполнены лечебно-диагностические мероприятия. Состояние средней тяжести стабильное. Лечение продолжает. Сотрудникам ГИБДД еще предстоит восстановить полную картину произошедшего и выявить виновника аварии. По словам стражей дорожного правопорядка, этот случай – очередной повод задуматься всем водителям, к чему приводит несоблюдение элементарных правил на дороге. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Почему портал госуслуг предлагает пользователям неправильные варианты геолокации? Такой вопрос озадачил в последнее время многих жителей Ингушетии. Оказалось, что на сайте госуслуг при попытке указать местоположение Назрани почему-то выдает два варианта принадлежности к региону – Республики Ингушетия и Чеченской Республики. Впрочем, подобную ошибку сайт выдает и при попытке указать другие населенные пункты региона – Далаково, Карабулак, Яндарье. Выяснилось, что этой проблеме не один год. По информации службы поддержки госуслуг, ингушские пользователи по этому поводу к ним обращались неоднократно в течение последних дней. Специалисты портала заявляют, это техническая ошибка, над ее устранением уже работают. О такой проблеме мы знаем, это массовая проблема. При выборе местоположения города и села Чечни либо Ингушетии привязаны некорректно к республикам, города. То есть данная проблема специалисты они уже знают и ведутся работы. Поэтому это ошибка действительно на портале. Власти Ингушетии планируют в 2020 году начать строительство 10 объектов образования, 9 школ и 1 детского сада в рамках нацпроекта. Новые образовательные учреждения на 720 мест появятся в Назране, Сунже, Яндаре, Барсуки, Икажево, Инарки, в Троицком и Верхней Ачелуки. Новые учреждения позволят разгрузить существующие, также будут созданы дополнительные рабочие места. Отметим, что при сооружении зданий подрядчикам рекомендовано использовать стройматериалы местных производителей, а также предусмотреть устройство внутренних перегородок из кирпича, как более прочного и долговечного материала. Белоглинка чернеет на глазах. Тревога сердобольных местных жителей – первый шаг в разрешении экологической проблемы. В Сунже расширяется зона антисанитарии. Несанкционированную свалку обустроили сами некоторые недобросовестные жители. Судя по всему, для них плата за вывоз мусора слишком велика или же слишком высоко желание воспользоваться бесплатным сервисом. При любом раскладе страдает природа. Какие меры предприняты по ликвидации свалки и кто возводит мусорные горы, выяснял наш корреспондент.
Горы мусора, биологические отходы, пластиковые бутылки и личные вещи заполнили так называемый хребет Белоглинки. Этот беспредел, как объясняют местные власти, продолжается на протяжении многих лет. Как свидетельство этому туша крупного рогатого скота, от которой, впрочем, уже остались одни кости. Кто так легко загрязняет окружающую природу и, по сути, свой родной город? Вопрос стал поводом обращения неравнодушных жителей в местную администрацию с просьбой ликвидировать несанкционированную свалку. Безобразие вот это. Это же тоже человеческий фактор. Хотелось бы обратиться к этим людям, что вот это, я не знаю, очень такой нехороший поступок, то, что творится, даже слова нету, чтобы сказать. А в дальнейшем администрация берет на себя обязательство, что вот этого всего не будет в ближайшее время, как только нам будут позволять погодные условия. Санкционированная свалка в Сунже есть. Она располагается по дороге в Серноводск. Правда, за разгрузку мусора здесь надо заплатить. Так, чтобы избавиться от отходов 5 кубометров, приходится платить 2500 рублей. Сумма, казалось бы, за такой груз незначительная, но, видимо, кто-то нашел бесплатное решение – сбросить мусор подальше от жилых кварталов. Авось и не заметят. Бережно относились к природе, чтобы производили своевременную оплату за вывоз мусора, чтобы и в дальнейшем впредь не было такой омрачающей картины, которая очень сильно портит наш город. Впрочем, проблема с мусором актуальна не только в Сунжанском, но и в других районах республики. Нежелание пользоваться услугами мусороотводов в итоге приводит к экологическому кризису. Только власти не собираются просто наблюдать за беспределом некоторых граждан и на борьбу с проблемой планируют задействовать все свои ресурсы. В ближайшем будущем мы планируем провести крупный рейд по всей территории города, все улицы проверим, ознакомим и главу администрации, и ответственных работников с проблемами участками, и далее будем вместе совместно работать, чтобы привести город в надлежащее состояние. Неравнодушные жители такую картину наблюдать тоже не согласны. Микрорайон Белоглинка находится в северной части города. Холмистый рельеф открывает панорамный вид с высоты на Сунжу. Многие приезжают сюда, чтобы полюбоваться светом огней ночного города. А для некоторых это место стало зоной посиделок. Только свалка никак не вписывается в эту картину. Чистота половина веры. И учитывая эту картину, я могу сказать, что люди крайне безответственно относятся к, скажем так, порядку и сохранению экологии. Местные власти заявляют, в ближайшее время несанкционированная свалка будет ликвидирована. Для ее устранения администрации требуется нанять спецтехнику и привлечь рабочих. Диана Дударова, Адам Гулуев, Адам Далаков, Новости 24. В антитабачный рейд отправили сегодня сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Правда, в поле их зрения попали не сигареты, а снюс. Это бездымный продукт в виде порционных пакетиков, запрещенные в России еще с 2015 года. Однако даже в таких условиях спрос рождает предложение. Искоренить его на корню направлены такие рейды. Первыми, кого контрольная служба взялась вывести из тени торговли, так называемыми жевательными смесями, стали прилавки Назрани. В ходе проверки было проинспектировано несколько участков, но то ли из-за сознательности самих продавцов, то ли из-за того, что с ними уже провели профилактическую беседу, обнаружить снюс не удалось. Снюсов нету, да? Нету. Просто вы, наверное, в курсе, что есть ограничения в сфере реализации данных. Да, мне сообщили, наш участковый меня поставил в известность, что этого нельзя этим заниматься. Я этим не занимаюсь и не хочу. И против того, чтобы этими вообще пользовались. К сожалению, такую сознательность проявляют не все продавцы. Как отмечают сотрудники регионального Роспотребнадзора, в ходе таких же рейдов они уже изъяли несколько наименований жевательных смесей. За продажу несовершеннолетним снюса предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Если говорить о вреде, который наносят данные товары, то если человек, тем более если молодой человек употребляет табачную продукцию, если он курит одну сигарету, то в организм человека попадает порядка 1,5 миллиграммов никотина. А мы знаем, что никотин – это сильнодействующий яд. А если данную продукцию он употребляет, то первая доза, которую получает он, это порядка 20 миллиграммов. То есть насколько данная смесь, она превышает содержание данного никотина.
Заявление для сдачи единого госэкзамена в текущем году можно подать до 1 февраля включительно, напоминает Рособорнадзор. Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно будет только при наличии уважительных причин. В заявлении необходимо перечислить предметы, которые планируется сдавать. Максимального ограничения по ним нет, однако есть два экзамена, которые являются обязательными для выпускников – русский и математика. В этом году ЕГЭ пройдет в 3 этапа: досрочные с 20 марта по 13 апреля, основной стартует 25 мая. Дополнительный пройдет осенью с 4 по 22 сентября. Битва черных и белых продолжается. В спортивном клубе «Ади Ахмат» в Троицком проходит республиканский турнир по классической игре в шахматы на Кубок президента Шахматной федерации Ингушетии Эрнеста Инаркиева. Тихая игра, в которой все решает тактика и склад ума, собрала 12 гроссмейстеров, как опытных, так и начинающих игроков. О втором соревновательном дне сюжет Тамары Хашагульговой. 12 участников, можно сказать, лучшие из лучших. Во второй соревновательный день им предстоит сыграть в 3-м и 4-м турах. Говорить о лидерах пока рано, ведь впереди еще 2 дня турнира. Однако, несмотря на это, многие участники уже успели разобрать свои вчерашние игры, провести, что называется, работу над ошибками, присмотреться к соперникам и продумать стратегию на сегодняшнюю игру, исходя из этого. Меня папа ругал за мои ошибки, потому что у меня была ничейная позиция, а я ее проиграла. Во втором туре после обеда, который проходил, у меня была лишняя ладья, и я ее сивнула. Тоже проиграла. Меня за это, конечно, поругали, но у меня все равно есть шанс выйти в финал, если я выиграю Асмию Магомед-Башира и Гайтугиева Султана. Здесь нет ограничений в возрасте и поле. Конкуренцию любому взрослому может составить и совсем юный участник. Совсем не детское увлечение и у Зины Даурбековой. В отличие от своих сверстниц, куклам и игрушкам она предпочитает шахматные фигурки. Ей было всего 6, когда папа, а по совместительству ее тренер, научил играть в них. За ее плечами множество наград и вполне реальное желание взять призовое место на этом турнире. В 3-м туре я играла с тренером нашего клуба. Игра завершилась в ничью, игра была почти на равных, у него было чуть-чуть лучше. Он предложил ничью, я согласилась. Я надеюсь, что я выйду из группы, но мне надо сначала победить еще одного мальчика. Свое предпочтение этому виду спорта во всем мире отдает более 500 000 человек. В республике, конечно, цифры куда скромнее, однако популярность шахмат с каждым годом растет, вовлекая новых участников, которые, к слову, уже успели заявить себя в чемпионатах республики, Северокавказского округа и не только. Я играю в шахматы 2-й год, участвую в чемпионате республики и в командном чемпионате СКФО. Турнир по классическим шахматам на Кубок известного ингушского гроссмейстера Эрнеста Инаркиева проводится в республике уже 5-й год подряд. Участники играют по 2 партии в день, по часу каждую. Всего их порядка 8. За ходом следят судьи и организаторы. Круговая система, то есть система отличается от всех турниров, которые в нашей республике проводят. Даже, я бы сказал, 1,5 круга. То есть мы делимся на 2 группы по 6 человек, 3 взрослых, 3 детей. Дальше победители групп встречаются между собой, проигравшие группы тоже между собой встречаются. И так у нас все 12 человек получают какие-то места с 1 по 12. Впереди у спортсменов острая и напряженная борьба. Еще бы, на кону кубок знаменитого ингушского гроссмейстера, а также денежный приз и возможность попасть на турнир всероссийского масштаба, который пройдет в Москве. Тамара Хашагульгова, Ахмед Гандаров, Новости 24. А теперь о противостоянии на льду. Тайфун, Донецк, Эрзи, Динамо. 4 команды борются за путевку на всероссийский турнир. В Ингушетии проходит первенство ЮФО и СКФО по хоккею среди детей. Лед, клюшка, шайба. Игроки показывают недетский хоккей на радость болельщикам. Матчи на льду продлятся еще 1 день. Какая команда стала фаворитом сегодня, расскажет наш корреспондент. Трусные играют в хоккей, ледовое побоище, настоящее бескомпромиссное наступление с резкими выпадами и контрударами. Уже с начала первого периода игры нетрудно догадаться, на чем акцентировал свое внимание тренер хоккейного клуба «Донецк». Главные переходы с короткими подачами и штурм ворот. Итог: Ставропольский «Тайфун» пропускает шайбу. Среди всех возрастных групп игроков второго первенства ЮФО и СКФО есть и те, кто вышел на лед совсем недавно, но уже сумели твердо заявить о себе в мире хоккея. В их числе и Сергей Литвинов. Самому просто очень захотелось, понравилась эта игра.
Еще с детства планировал, но начал только сейчас. На льду ты в основном думаешь только об игре. Вообще все мысли откидываются и думаешь, куда бы отдать передачу или забить и так далее. Поддержать сына и полузащитника приехал и Андрей Литвинов. По его словам, для него одно удовольствие ездить вместе на командные выезды. На самом деле командный дух у нас очень высокий. Парни друг за друга переживают. Ну, мы, естественно, слова напутствия там, болеем за них, они за это переживают, мы переживаем. Это же наши дети, они у нас одни. Пока середина периода ознаменовала второй по счету заброшенной шайбой ворота «Тайфуна», удалось немного узнать о состоянии хоккея в нашем регионе. Хоккейный центр у нас с 2016 года мы работаем. Тогда у нас не было хоккейного центра, только одна ледовая площадка. На сегодняшний день у нас уже 2 ледовые площадки, хорошие условия созданы для развития хоккея. И, конечно, мы в этом направлении работаем, чтобы наши команды росли и побеждали на турнирах. И я думаю, что не за горами то время, когда вот эти ребята, которые сейчас подрастающее поколение, они себя проявят и покажут. По словам Исы Цычоева, во время многих спортивных выступлений случаются недопонимания, словесные перепалки, порой и драки. Несведущему зрителю на первый взгляд может показаться все это неспортивным поведением. Есть песня такая у Пахмутовой, да, композитор Пахмутова написала: «Трус не играет в хоккей, хоккей играют настоящие мужчины». Хоккей-шайба – это дерзкая, мужественная игра, где нужно проявить характер, силу воли, где иногда нужно подраться. Так называемая круговая система матчей подразумевает собой игру одной команды со всеми, поэтому второй этап первенства ЮФО и СКФО продлится до 11 января. А пока близится к завершению первый матч. Важно отметить и своих фаворитов. Игрок под номером 22, так он просит его называть, оформил дубль ворота соперника и останавливаться на этом не собирается. Я очень сильно старался, наша пятерка выложилась на все 100, и поэтому мы легко смогли забить 3 гола. Это не только я забил, это вся наша команда, пятерка, так как мы единое целое, наша семья. Ледовый дворец, оживленный сегодня настоящими асами на коньках, примет на своей арене местный хоккейный клуб «Эрзи». Пока ребята заняты подготовкой и планом игры. Лида Цычоева, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24. А любителям прекрасного стоит заглянуть в музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Там проходит выставка Международной детской художественной галереи. Представлены работы, собранные по всей стране. О некоторых уникальных картинах экспозиции расскажет Арина Тичоева. На Международной детской художественной галерее представлено больше 50 уникальных картин. Свои работы прислали сюда дети со всей страны. Картины отображают реалии современного мира. Также в рамках выставки учащиеся республики смастерили вот такие 3D-поделки. Эта уникальная работа сразу приковывает взгляд. Автор картины «Одинокий мальчик» – талантливая художница Милана Саутиева. Работа выполнена в стиле графики. По-настоящему интересных и необычных полотен здесь немало. Написаны они разными стилями. Вот эти, к примеру, помадой и косметическим карандашом. Международная детская художественная галерея призвана раскрывать таланты. Руководит ею уже несколько лет Владимир Михайлович Реутов. Известный во всем мире художник. Именно благодаря ему коллекция появилась и в Ингушском музее краеведения. Сейчас он живет в Ярославле и продолжает работать. Там он очень много занимается с нашими ингушскими детьми наравне с другими. Не только в самом Ярославле, но и приезжает туда, где живет компактно наша диаспора. И надо сказать, что он с большой любовью относится к нашим детям и приезжает к нам, проводит здесь мастер-классы. В одном из таких мастер-классов приняла участие и Рабиат Зейтова. Девочка любит рисовать пейзажи. Как признается, природу ей удается передать на картине. Ее работа выиграла в одном из художественных конкурсов и представлена на выставке в Москве. После того, как я здесь победила, я решила продолжать свое дело. И мне порекомендовали, чтобы я пошла в художественную школу. И с тех самых пор я хожу теперь в художественную школу. Получается рисовать хорошо? Да, у меня хорошие результаты. Я отправляю свои рисунки на разные конкурсы, мероприятия, и меня иногда даже награждают.
Выставка в Музее краеведения имени Тугана Майсагова начала свою работу несколько дней назад. Здесь не все работы, часть картин ингушских художников представлена в домах творчества многих городов не только нашей страны. Лучшие работы, сделанные нашими детьми, представлялись на других выставках, вывозились в другие города. И вот эта международная детская галерея, она существует во многих городах России. Эти работы вывозились даже за границу. И наши работы лучшие, они сейчас тоже находятся в коллекции детской художественной галереи у Владимира Михайловича Реутова. Выставка будет пополняться новыми работами. Впереди мастер-классы, которые будут проводиться для начинающих мастеров кисти. В рамках Международной детской художественной галереи у талантливых детей республики появится возможность проявить себя. Лина Сычуева, Майрбек Ныржоев, Новости 24. Более 190 человек в Ингушетии в 2020 году пройдут профобучение. Министерство труда региона заключило 2 соглашения в рамках национального проекта «Демография» на профобучение и дополнительное профессиональное образование. Такие услуги предоставляются тем, кто должен был выйти на пенсию в течение ближайших лет, а также женщинам, имеющих детей дошкольного возраста. Напомним, что в 2019 году переобучение в рамках нацпроекта прошли порядка 130 человек, более чем по 6 профессиям. Ингушским школьникам предлагают подать заявки на всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы Центра Сириус». Учащиеся 7-11 классов должны оформить свои идеи и разработки в проект и представить до 1 марта. Работа должна быть выполнена по одному из 12 направлений. Конкурсный отбор включает 2 тура – региональный и дистанционный. Оба проходят параллельно. Заключительный этап тоже состоит из 2 частей – выполнение заданий от экспертных комиссий, направления и индивидуальные собеседования. Итоги объявят 15 мая. Победителей и призеров пригласят принять участие в технологической образовательной программе «Большие вызовы», которая пройдет в центре «Сириус» в июле. Уже завтра в 21:00 в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО». Сейчас анонс главных тем выпуска. Рожденный на пороге нового десятилетия. Первый вдох, плач и лучший подарок судьбы. Вам что, нравится? Нравится. В Ингушетии с началом 2020 года родилось 130 детей. Дела сердечные. Одна из самых сложных операций в кардиохирургии. Операция прошла успешно. Все, что планировали, мы сделали. Сделали шунтирование 2 артерий. 1 шунт к передней межжелудочковой артерии, 1 шунт к правой коронарной. В Пятигорске провели первое аортокорональное шунтирование. Вербовка среди молодежи. Запрещенная в России организация «Ат-Такфир валь-Хиджра». Летом 2019 года в Усть-Жигутинском районе были задержаны 11 участников «Ат-Такфир валь-Хиджра». Сразу несколько громких дел вспыхнуло в Карачаево-Черкесии. Расскажем о задержанных экстремистах и неудавшихся планах. Рассекая лед. Удачные пасы, удары в ворота, контратаки и целые пируэты. В Ингушетии на втором этапе первенства ЮФО и СКФО по хоккею среди детей встретились сильнейшие. Кроликовод и кроликовед. Расул Гамзатов знает о пушастых все. Конечно, именно с каждым кроликом именно бывает, конечно, бывает. Как зовут вот этого кролика? Вот этого именно, например, зовут Рыжик. Как небольшое хобби дагестанца переросло в дело всей жизни. Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.